Здравствуйте, уважаемые девы! Рада вас приветствовать. Это ваш расклад на 2021 год по 12 сферам. Посмотрим, какие будут происходить события в этом новом 2021 году для вас. Если какая-то тема затронет вас в этом раскладе, обязательно пишите это в комментариях. Итак, 12 сфер для дев. Это ваша личность, это ваши финансы. Это ваше окружение, дом, недвижимость, семья. Это ваша любовь, чувства. Это ваша работа и здоровье. Это партнеры, кармическая задача на год, самообразование, карьерные вопросы, общество вокруг вас и внутреннее ваше состояние. Будем смотреть с первых карт, и выпадает девам карта семерка жезлов, карта на год. Такой старт, когда нужно будет проявить себя, когда нужно будет отстаивать себя. Желательно, чтобы был заранее список ваших желаний, стремлений, потому что у вас их здесь будет много. Вы будете действовать сразу в нескольких направлениях и добиваться целей по очереди. Очень хорошая карта достижений. Семерка жезлов – это всегда что-то новое. Это выход на новый уровень в отношениях, в карьере, новые знакомства. Когда мы показываем себя, когда мы раскрываем свои самые лучшие качества, осуществляем свои желания. Очень рада за вас, девы. Действительно, год очень хороший для вас, очень активный. Придется, конечно, может быть, побороться за себя, за свои права, но вы здесь добьетесь всего самого лучшего. Борьба, конечно, весь год вам обеспечена, но это, знаете, такой момент, когда мы от борьбы получаем удовлетворение, радость, счастье. То есть она нас зажигает, вдохновляет. Семерка жезлов – это у нас карта, связанная с начинаниями. То есть если здесь не делать каких-то первых шагов, то не будет и радости, не будет результата. То есть вам обязательно нужны какие-то цели, которые вас зажигают, что-то такое важное, на что вы готовы потратить год жизни своей, да. И по этой карте, если мы начинаем, то обязательно побеждаем. То есть тут самое главное начать этот потенциал, запустить в ход. Давайте посмотрим, что в финансах у вас. Пятерка пентаклей. Это карта, знаете, такого сложного периода, когда у нас в финансах перестройка, скажем так. Пятерка пентаклей – это, знаете, карта силы духа, которая помогает справиться с жизненными трудностями. Иногда эта карта указывает на рутину, на тоску. То есть, может быть, те способы заработка, которые у вас сейчас есть, они, может, настолько вас вымучивают, да, то есть это совершенно, может быть, не те сферы, в которых вам хотелось бы работать, и вам очень тяжело зарабатывать деньги. И эта рутина, она, может быть, забирает вашу энергию. Здесь все-таки может быть какая-то материальная потеря или трудность, но вы взамен этого приобретаете опыт какой-то важный очень для вас, и уже это впоследствии приводит к успеху. Вообще у нас, конечно, эта карта сложная, что говорить. То есть с деньгами, скорее всего, у дев будет сложно или придется, знаете, постоянно преодолевать себя. Может быть, да, много каких-то выплат, может быть, много каких-то расходов, может быть, по мелочам, да, и получается, в общем, все, что зарабатываю, все отдаю. То есть сложный такой может быть период. Пятерка пентаклей – это, знаете, карта, когда мы ошибки какие-то можем делать, или вовремя о чем-то не позаботиться, или, может быть, мы недостаточно хорошие здесь профессионалы, да, поэтому нам платят меньше, чем мы заслуживаем. В общем, карта, когда мы что-то не доделываем или пропускаем что-то, ошибки какие-то делаем, и это нам вредит. То есть нужно быть старательнее, нужно доделывать до конца обязательно, нужно расти, обучаться постоянно, да, тогда и финансы будут тоже расти.
Давайте смотреть, что происходит в сфере окружения и контактов. Здесь король чаш выпадает. Но король чаш – это всегда человек, который нам покровительствует. Он может нам помогать деньгами, он может нас поддерживать, выслушивать какие-то наши переживания, давать правильный совет. То есть этот человек действительно может сыграть большую роль в нашей судьбе. Все-таки это король, да, это человек с большим опытом, это человек, который действительно сам многого добился уже в жизни, да, и как-то справился, научился справляться со своими трудностями, может нам в этом помочь. Ну, в принципе, да, у нас здесь вот денежные какие-то сложности есть рядом с этим королем. Скорее всего, будет помощь от близкого окружения как раз вот в плане финансовой. Давайте посмотрим, что нас ждет, что вас ждет, дорогие девы, в следующих сферах. Девятка мечей выпадает на сферу семьи и недвижимости. Если говорить о приобретении недвижимости, ну, девятка – это всегда окончание какого-то цикла. Может быть, вы собирали деньги на то, чтобы приобретать жилье, да, может быть, первый взнос, а может быть, еще каким-то образом вы здесь планировали приобретать. То есть вот ваши планы, да, это может быть взносы какие-то были в недвижимость, да, и вот подходит тот момент, когда вы можете осуществить это желание. В принципе, девятка мечей – это у нас карта, когда мы сомневаемся. Время нам приобретать что-то, время взять ипотеку, время как-то вкладываться в недвижимость, да, то есть мы можем здесь очень сильно сомневаться. А здесь может быть какая-то неожиданная ситуация, которая нас освободит от чего-то. Ну, допустим, мы снимали квартиру, и вдруг приходит там хозяин и говорит: освободите квартиру до такого-то времени, и нам нужно срочно вот искать место, где мы будем жить. Или мы решаем вдруг переехать, допустим, у нас какие-то новые цели, планы появились, или новое знакомство, и мы переезжаем на новое место жительства. И, в общем, здесь такие ситуации, да, которые совершенно мы не ждем. И как-то спонтанно все может происходить, и для нас это может быть очень важно. То есть вот именно вопрос недвижимости, он как-то определяет даже круг наших знакомых и то, как мы будем себя выражать. То есть от того, где мы живем, будет очень много зависеть. Ну и, конечно, мы можем здесь переживать очень много, да, мы можем думать, сомневаться, и это вот отрицательный момент. Все-таки здесь просто нужно все взвесить и принять правильное решение. Не оставлять ситуацию какой-то неразрешенной. Если нужно переехать, значит нужно переехать. Если вы хотите освободиться от кредита, значит хотите закрыть, есть возможность тоже в течение года, да, какими-то платежами уменьшить его очень сильно или закрыть. И если хотите приобрести недвижимость, тоже вы можете, в принципе, здесь хорошенечко все рассчитать, и у вас появится возможность такая. Может быть, вы хотите вернуться в какое-то место, где жили раньше, тоже есть такая возможность у вас. То есть какое-то желание, знаете, свободы есть вот в плане недвижимости, и вы каким-то способом будете его осуществлять. А также здесь ситуация с семьей очень может быть сложная, да, допустим, в семье могут быть разногласия, один говорит одно, другое никак не могут договориться, или может быть какие-то планы с членами вашей семьи расходятся у вас, или может быть кто-то вас не одобряет, или может быть вы какое-то состояние такое проживаете внутреннее, личное, тяжелое, да, а вас, может быть, не понимают, не поддерживают. Вот, может быть, знаете, раньше было такое, да, и сейчас эта ситуация подходит к концу. Может быть, нужно отказаться будет даже от какого-то общения в плане вот семейных отношений, да, может быть, нужно будет как-то, может быть, съехать от родителей кому-то нужно будет, или еще как-то сделать себя свободней. У вас тогда появится внутренняя энергия. Вот освободите себя, и на это место придет то, что вам нужно, то, что вам важно. Давайте посмотрим чувства, влюбленность. Да, здесь карта Луны выпадает.
Но карта Луны очень часто показывает на любовь, на глубокие какие-то чувства. Но здесь еще может быть ситуация приспособления. Если, допустим, это не новая встреча, а если уже вы в отношениях находитесь, то вы можете как-то притираться друг к другу, чтобы вам было комфортно вместе жить. Видите, два дерева, да, в одинаковом, как бы на одинаковом расстоянии стоят, примерно в одинаковом таком выгодном положении находятся, и два человека идут. То есть, может быть, вы вместе решите жить с тем человеком, которого любите или которого встретите в этом году. И вам нужно будет приспосабливаться, да, вот это мое пространство, вот это твое пространство, вот это мои деньги, это твои деньги. Что мы будем вместе делать с ними? У нас будет общий бюджет или у нас будет отдельные финансы? Вот недвижимость, да, вот мы будем покупать общий дом, или мы будем вместе жить, или мы будем снимать жилье, да, то есть вот эти вопросы вы можете решать. Вот это не просто влюбленность, да, это влюбленность, которая переходит во что-то большее, когда вы вместе начинаете какие-то общие вопросы решать. Ну и, конечно же, здесь может быть карта беременности, да, Луна очень часто деторождение показывает. Беременность или деторождение может быть для дев в этом году, если вы к этому стремитесь. Для проектов различных с хобби, для того, чтобы заняться своим делом, для того, чтобы как-то развиваться в сфере вот именно такого дела, которое вам очень нравится, это прекрасный период, потому что Луна, она очень творческая, да, открываются какие-то возможности, таланты ваши открываются, реализация может быть каких-то ваших планов. Видите, здесь дорога, которая ведет к дому, да, то есть в течение года вы можете реализовать какой-то творческий свой проект, открыть, может быть, свое дело, хобби сделать своим делом и зарабатывать на нем, может быть, вместе даже с кем-то. Работа и здоровье. Здесь выпадает паж чаш. Здесь ситуация какой-то новой работы, которая вот больше отвечает вашим способностям, больше отвечает вашему внутреннему какому-то настроению. Но новое всегда предполагает, что будут трудности, да, как приспособиться нужно. Тем более мы попадаем в ситуацию, когда мы чего-то не знаем, опыта не имеем, да, может быть, небольшая зарплата, в общем, может быть, к нам серьезно не относятся. Вот здесь такая же ситуация может быть для вас, уважаемые девы. Вы будете себя чувствовать, в принципе, комфортно, но вот немножко неустойчиво, потому что еще мало опыта у вас здесь. Так, и вы будете спрашивать себя все время, я правильно сделал выбор, я в том направлении иду, это действительно мое, это действительно меня выражает, это то, к чему я стремился. То есть, может быть, вот такие вопросы будете себе задавать. И вы можете планировать вот на этом новом месте работы какой-то большой рост. Если вы остаетесь на той же самой работе, может быть, вы как-то начинаете развиваться, может быть, приобретать дополнительный опыт, учиться, новый проект какой-то получите, который вот вас будет раскрывать как творческого человека. Вам будет легче работать, вам будет приятнее работать. Могут быть помощники у вас на работе, допустим, или вы можете быть чьим-то помощником, да, что вас тоже, в принципе, устраивает, тоже вам нравится. Отношения хорошие в коллективе могут быть, вас могут опекать, о вас могут заботиться. Для здоровья тоже хорошая карта, особенно для выздоровления, если кто-то болел, просто появится такая энергия, знаете, захочется жить, захочется что-то новое в жизни создать. Может быть, у кого-то появятся заботы новые, ну, допустим, о детях, да, и, может быть, это будет тяжело, трудно, но в то же время и радостно, да, то есть это как-то дает желание жить, желание развиваться. В общем, со здоровьем тоже здесь все в порядке, может быть, у дев. Давайте посмотрим следующие сферы. Карта партнерства. Посмотрите, какая карта партнерства, очень интересная. Ну, во-первых, это двоечка, это уже предполагает партнерство, да, и, скорее всего, вы будете принимать очень важное решение в плане партнерства, да, это может быть и партнерство деловое, это и партнерство в плане брака. Очень какие-то серьезные изменения в этой сфере происходят. Посмотрите, это старший аркан, первый здесь появился, нет, второй у нас Луна была в плане любви, да, то есть любовь и партнерство, это как раз
важные сферы. И дальше у нас кармическая карта идет старшего аркана. То есть год очень важный для дев именно вот в сфере любви, взаимоотношений. Здесь ситуация такая, что вы будете, скорее всего, в отношениях как-то очень строго себя вести, может быть, отстаивать какие-то свои интересы, свое право на то, чтобы развиваться, иметь свои какие-то планы, цели, то есть не общие семейные, да, а кроме семейных еще и себя лично развивать, свое время какое-то иметь личное на то, чтобы вот только на себя его тратить. Может быть, вам потребуется уединение какое-то в этом году, да, побыть в одиночестве подальше от партнера, может поехать к родителям, поехать туда, где вы родились, или просто на учебу, допустим, или уйти с головой в учебу для того, чтобы вот как-то себя реализовать, какие-то свои планы. Это карта какого-то секрета, да, когда у вас между вами и вашим партнером будет какая-то недосказанность, какой-то секрет. Может быть, что-то касается вашего личного мира. Может быть, вы чувствуете, что пока ваш партнер еще не готов вас понять, да, и вы что-то о себе не договариваете. Но это может напрягать, конечно, а может быть просто эта ситуация необходимая, да. Может быть какой-то откроется секрет, наоборот, о вашем партнере, да, или о вас самих вдруг нечаянно узнает ваш партнер что-то такое, что вы хотели скрыть. Может быть ситуация наследования, да, или вы или ваш партнер может наследовать какую-то недвижимость или жить с родителями, допустим, с мамой. Или, допустим, решаете вопросы семьи своей, решаете вопросы своих родителей, да, или вопросы родителей вашего супруга. Тоже такое может быть. Кармическая задача, колесо фортуны. Ну, здесь, конечно, карта говорит о том, что будет какое-то событие, которое уже было в вашей жизни, да, или, может быть, этот год будет повторять события, которые уже были в вашей жизни раньше. И вы прям даже подумаете, что вот снова, вроде бы это уже было, прошло, я уже вроде бы решал эти вопросы. Почему это снова возвращается ко мне? А это, скорее всего, возвращается потому, что вы что-то когда-то не доделали, не допоняли, не осознали. И вот судьба теперь хочет, чтобы вы снова вернулись в эти обстоятельства и вот что-то доделали, что-то осознали, может быть, с кем-то помирились, может быть, начали какое-то новое дело, свои таланты какие-то раскрыли, да, то есть вот здесь движение, то есть судьба хочет, чтобы вы продвинулись на новый уровень. И если вы как бы откликнетесь на этот призыв, то вам будет очень вести в этом году. Так, колесо фортуны. Ну, успех, конечно же, да, успех, благоприятные возможности, шансы будет давать вам судьба. И если вы будете этими шансами пользоваться, то тогда удача обязательно будет вот на вашей стороне. Ну и время. Нельзя упускать время. То есть будут даваться шансы именно в конкретное время. Да? Если, допустим, его упустить, то уже не получится реализовать то, что нужно. И смотрите, очень важно это как раз вот любовь, отношения, дети, свое дело, партнерские отношения, брак, возможно, да. Вот на это, на все особенно дается вам как бы время, да, то есть ситуации именно в этой сфере будут проворачиваться и обращать на вас, на себя ваше внимание. Это карта самообразования. Здесь действительно вы все и сразу должны успевать по всем направлениям. Да? Это рыцарь жезлов, это карта, знаете, когда вы хотите чего-то нового, вам надоело то, что уже в жизни присутствует. То есть вы хотите приключений, по сути, да, вы хотите, чтобы радость доставляла вам жизнь, а для этого нужно что-то новое. И вы готовы учиться, вы готовы куда-то в новые места ехать, новые отношения начинать. В общем, готовы на все, на то, что вот вызывает в вашей жизни интерес какой-то, да, когда что-то происходит по-новому. Вас тянет туда, где вы еще не были, да, что-то неизведанное такое для вас очень важным становится.
Ну и, конечно же, эта карта у нас начинаний, да, то есть для того, чтобы развиваться, вам нужно начать двигаться, сделать первые шаги, или для того, чтобы развиваться, вам нужно начать свое дело, или для того, чтобы развиваться, вам нужно вступить в отношения и так далее. То есть вот нужно сделать что-то такое, что поставит вас в новые какие-то обстоятельства, тогда вы будете развиваться. Следующие сферы смотрим. Так. Посмотрите, какая интересная карта для карьеры у вас выпадает. Семерка чаш. Семерка чаш счастье. Вроде бы счастье у нас должно было быть в пятом доме, в пятой сфере жизни нашей, да, а у нас счастье выпадает в карьере. То есть действительно для вас очень важно саморазвитие, очень важна цель, которую вы осуществляете, к которой вы идете. И поэтому, если у вас развитие есть, есть и счастье. Есть цели, есть и счастье. Есть продвижение в работе, в карьере, в своих делах, у вас есть счастье. То есть для вас очень важно именно вот эта сфера, когда вы какое-то положение в обществе занимаете, статус какой-то имеете, когда исполняются ваши желания, особенно связанные с карьерой, с работой, с финансами, да, то есть это очень важно для вас, и вы действительно можете получить все то, что мечтали вот в плане вашего самоутверждения, да, то есть самореализации, скажем так. Ну, также семерка чаш у нас карта немножко хитрая. Это карта каких-то прошлых связей, прошлых дел, когда мы уже раньше что-то делали, да, с кем-то, заключали какие-то договоры, вот мы можем вернуться к тому, что делали раньше, вернуться к тем людям, с которыми раньше работали, на ту работу, к тем договорам, которые раньше заключали. И вот у нас здесь начинает все получаться, у нас какие-то достижения могут быть. Просто, видимо, время пришло, вот у нас колесо фортуны, да, говорит о том, что, может быть, мы раньше вкладывались, результата не было, а сейчас появится результат. Так, теперь посмотрим, что ждет нас в нашем окружении. Шестерка чаш, очень комфортно нам будет в обществе других людей. Мы будем расслабляться, скажем так, общаясь с другими людьми. Здесь также ситуация может быть, знаете, как будто бы мы ни о чем не думаем здесь, ни о чем не заботимся. Мы абсолютно расслаблены. И это как раз нужно для того, чтобы, вот видите, жизнь такая напряженная, да, это нужно для того, чтобы мы могли переключаться. Потому что иначе год очень такой тяжелый, напряженный. То есть нужно обязательно проводить время с друзьями. Очень обязательно, нужно обязательно общаться с единомышленниками. Нужно обязательно, чтобы были какие-то результаты у ваших действий, допустим, даже в денежной форме в какой-то, какие-то подарочки себе покупать, принимать подарки от других людей. Может быть, важно, чтобы было признание того, что вы делали, да, чтобы те люди, которые с вами рядом, они говорили о том, что вот молодец, победил, решился, сделал, человек слова ты, да, ты добился того, чего хотел. То есть вот это очень важно для вас слышать. И вот вокруг вас как раз будут такие люди, которые могут это сказать. И ваше состояние внутреннее по шестерке пентаклей, оно довольно-таки устойчивое. В принципе, вы довольны собой, вы готовы к тому, чтобы делиться тем, что имеете. Да? Это может быть ваш опыт, это может быть ваше, может быть, ваши какие-то блага, да, которые вы имеете, вы готовы делиться с другими людьми. Это внутреннее такое состояние «хочу всем помочь», «хочу, чтобы от меня был какой-то толк для других людей, для моих близких, для тех, с которыми я общаюсь давно, да, то есть хочется кому-то помочь. Вот это состояние, оно может вот в течение года быть. Но здесь, смотрите, будьте осторожны, нельзя помогать всем подряд. Если человек сам может справиться с какой-то ситуацией, нужно дать ему эту возможность. Не нужно быть
как бы слишком расточительным в этом плане, да, вы можете даже навредить, когда вы кому-то помогаете, вы можете даже навредить, потому что человек должен сам, может быть, решить этот вопрос, эту проблему. Ну и, знаете, может быть, будет сложно принять ситуацию по финансам. Может быть, будет, допустим, все деньги, какие приходят, они расходуются. Допустим, нет возможности какой-то отложить средства. И это вас может вот на уровне подсознания, на уровне психики, да, беспокоить очень в течение года. Так. Может быть, вопросы семьи будут беспокоить, вопросы работы, да, и вы будете как-то очень часто об этом думать, или, может быть, это просто будет беспокоить, какое-то неосознанное такое беспокойство за семью, за деньги, за работу, за то, чтобы быть полезным кому-то, да, вот это вот все будет вас в течение года, в общем, требовать вашего внимания, скажем так. В принципе, расклад, ну, напополам, наверное, да, такой положительный. Есть отрицательные моменты, особенно вот в денежной сфере и в сфере преодоления себя, преодоления каких-то сложностей во взаимоотношениях с близкими людьми. А для достижений, для того, чтобы решить какие-то вопросы, связанные с карьерой, с новыми планами, это, конечно, очень хороший год и особенно хороший для того, чтобы решить вопросы личной жизни, партнерства, да, то есть это очень хорошее время для того, чтобы у вас, девы, наконец-то личная жизнь стала счастливой. Вот такой ваш год, дорогие девы. Пишите свои комментарии, пишите на мои контакты, если хотите свой расклад. Желаю отличного Нового года, здоровья, счастья в личной жизни и обязательно финансовых улучшений. Всего вам доброго, до новых встреч!